Дуслар, барыгызга да сәлем. Друзья, всем привет. Вы на канале YouTube Татарочки, и это очередной выпуск Фикр подкаст. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Да, всем исәнмесез, давно не виделись. Да, очень давно не виделись, и я думаю, нужно объяснить, почему мы давно не виделись. YouTube Татарочки. Да, нужно объяснить. Кто начнет, Алсу, кто начнет объяснять? Ну, тебя лучше И неужели получается. есть люди, которые не понимают, почему мы давно, почему вообще все вот это вот так затянулось у нас, во что мы были погружены, чем были захвачены, наверное, наши умы. Да, я думаю, все-таки все смотрят новости и в курсе всей новостной повестки, которая вокруг нас творится. Поэтому мы пока решили отказаться от новостных выпусков и сконцентрироваться на записи подкастов, тем более, что у нас уже давно были определены темы, на которые мы хотели бы поговорить. Да, у нас будет несколько подкастов. Во-первых, на тему тюрков мы с Алсу будем говорить о тюркских народах. Мы придумали интересную концепцию. Мы сначала поговорим в этом выпуске о тюркских народах. Численность, не население, численность больше 10 миллионов. А потом мы поговорим о народах, у которых больше 5, больше миллиона, меньше тысячи, меньше 10 тысяч и так далее и тому подобное. Мы выпустим пару выпусков «Угадай песню на тюркском языке». То есть мы решили пока сконцентрироваться на тюркской тематике. Да, пока YouTube еще не заблокировали, подписывайтесь на нас. Те, кто смотрит нас из России, те, кто смотрит нас не из России, вам повезло побольше. Алсу, я вот не знаю, как ты представлял, я представлял этот разговор так, что, я знаю, что ты, скорее всего, подготовила миллион информации, да, обо всех народах. Сегодня мы определили для себя вот 5 народов, которых сейчас, там, по тем или иным данным, насчитывается больше 10 миллионов. Таких народов 5. И вот про них мы сегодня поговорим. А что конкретно будем обсуждать? Я предлагаю все народы, которые будут у нас в этой серии выпусков, по таким критериям разобрать. Это численность их язык, откуда пошло название или самоназвание этого народа, где они более-менее проживают, в каких странах их можно встретить, ярких представителей этого народа и их современное положение. Да, еще бы я поговорил про то, вот как они воспринимаются здесь в Татарстане. Все, поехали. Первый народ, я так подозреваю, это турки. Да, все верно, это турки. Это самый многочисленный тюркский народ. И сейчас, по разным оценкам, их от 65 до 81 миллиона. Вот такая цифра. Ну, в среднем в большинстве источников дается 68 миллионов. Официальный язык у турков, естественно, турецкий. Здесь никаких вопросов возникать не может. Турецкий официальный язык на территории Турции, на территории Северного Кипра. Турецкий язык относится к алтайской языковой семье. Он схож по звучанию с азербайджанским, с агузским языком и с некоторыми диалектами крымско-татарского языка. В турецком, как и во многих языках, есть разные диалекты, и есть и литературный язык, естественно, за основу литературного языка взят, как ты думаешь, какой диалект? Какой? Стамбульский. Я думал, казанский. А вообще турки много где живут. В разных странах можно встретить турков, самая большая диаспора в Германии проживает, например. Да, я когда был в Берлине, я был в Берлине много раз, я всегда хожу в кебабные, говорю с ними немножко по-турецки. Что ты знаешь по-турецки? Я знаю мараба, тешеккурлер, тешеккуредарим. Тешеккуредарим? Да, привет, спасибо, гуляй, гуляй, пока-пока. Ну, такие слова. Ну, и по-татарски я обычно им просто говорю какие-то брики, ждурбиш, там, кус, аваз. Интересно, когда ты заказываешь кебаб, зачем тебе говорить слово кус? Ну, я говорю, типа, мин татар. Вот, они такие, татар, что я им объясняю, там они понимают, что я что-то на похожем языке говорю, вот, и у турков, когда они понимают, что ты кто-то из тюркских народов, отношения как младшим братьям, вот они там делают скидосы, просто лояльными становятся. Очень удобно быть татарином. Да. Откуда пошло название турки, как ты думаешь? Мне кажется, это тюрки. Да, изначально это тюрки, от слова тюрк. То есть это мы разделяем турк и тюрк, а у них, мне кажется, это одинаково звучит. Нет, они тоже в какой-то момент начали разделять, потому что тюрки это все-таки больше, чем турки. А вообще, так они себя начали называть совсем недавно, после того, как не стало Османской империи.
До этого они себя не осознавали как турки, а называли себя мусульмане. На самом деле, многие тюркские народы, если не все, в какой-то момент своей нацидентичности, своего осознания называли себя именно мусульманами, потому что когда пришел ислам, как будто бы не стало нации, и все стали мусульманами. А потом уже, когда начали появляться государства, и когда нужно было себя как-то идентифицировать, уже начали делиться на национальности. Вот слово «тюрк», знаешь, как оно переводится? Из того, что я помню, тюрк — это, типа стойкий. Да, сильный или крепкий. И для турков вообще слово «турк» было с негативным окрасом. Они себя называли либо османами, либо мусульманами, а турками были вот ауылдан шыққан кішілер, такие не самые образованные, крестьяне. Из воспоминаний венгерского путешественника, его звали Армини Вамбери. Он изучал тюркские народы, и он офигел от того, сколько много тюркских народов, на какой огромной территории они проживают. Он был в Турции и заговорил об этом с турками. В общем, он начал им рассказывать, какие тюрки крутые и как много вообще их на свете. В ответ он услышал: «Вы же не перепутали нас с этими киргизами или же с кочевыми грубиянами, татарами?» То есть они не хотели ничего общего вообще иметь с этим названием. А потом уже, когда не стало Османской империи, когда случилась революция кемалевская, тогда уже вот турки это стало уже с позитивным окрасом слова. Вот по поводу национальности есть... Вот недавно вышел хороший ролик на канале Тамары Эдельман, который называется «От национализма до фашизма», что ли, что-то такое. И она там хорошо объясняет именно эти процессы, как формировались нации, да, что вот эта идентичность, она была вообще раньше по-другому устроена. Да. То есть можно было там по городу, по вере, по правителю. Да, вот мы сегодня еще про другие народы будем говорить, у них тоже это заметно, что у них название этнонима появилось очень даже не сразу, и они назывались в разное время своей истории по-разному. Какого самого известного турка ты знаешь? Кого бы ты назвал в первую очередь? Давай известные турки, которых я знаю, да, Давай. то есть еще раз. Дорогие зрители, вы должны понимать, что я не кандидат наук, я просто вот простой человек, который здесь вот рос, жил в 90-х, нулевых. Поэтому мне первый, кто приходит на ум, Кемаль Ататюрк, сразу же, да. Второй — это Таркан, потом различные футболисты. Вот, например, у нас в Казани, в Казанском Рубине долгое время играла Караденис, он даже мечеть здесь построил. Вот, и, в принципе, много футболистов сейчас ЦСКА играет, Юсуфджи, по-моему, его зовут. Видно, что ни ты, ни твоя жена не смотрят «Великолепный век». И нет, сериалы мы знаем, да. Но имеешь в виду Султан Сулейман? Да. Сулейман Великий. Да, что-то он мне сразу не пришел в голову, но понятное дело, наверное, что это самый известный осман. Да, я вот сразу тоже себе выписала тех, кто мне пришел на ум. Это, естественно, Кемаль Ататюрк, отец всех турков, Султан Сулейман. И, например, я вот нашла такой интересный факт, что автор первой мировой карты, всего мира, тоже был турецкий путешественник. Он собрал, это было, сейчас скажу, в каком веке, это было в 16 веке, он собрал много-много-много разных карт и сделал мировую карту. Его звали, чтобы вот вы тоже знали, Пири Реис. Вот такой был турецкий путешественник. И давай поговорим о современном положении. Турки — это самая многочисленная тюркская нация. Сегодня да, я вот у них сейчас есть свое прочекал. Государство. Это 43% от всех тюрков составляет. Так пишет, по крайней мере, на Википедии. Практически половина. Практически половина тюрков — это турки. Да, у них есть свое государство, достаточно мощное государство по экономике, оно входит в топ-20 мировых экономик. Это унитарное государство, президентская республика. Я вот был несколько раз в современной Турции, что вот мне бросилось в глаза из политической системы, что у них, во-первых, страна очень похожа на Россию. Почему? У них есть поляризация в обществе, да, то есть у них есть кемалисты, не исламисты уж, но вот кто за Эрдоган, за ислам, да, то есть вот почему похоже с Россией, у них тоже Эрдоган долго сидит, у них очень сильно реваншистские настроения, тоже это бывшая империя, да, то есть распавшаяся, как российская. Нужно еще сказать, что сейчас, мне кажется, в свете политических событий об этом стоит упомянуть, что Турция входит в НАТО.
Да. входит в Совет Европы, и про затяжной, долго длящийся конфликт с курдами тоже, мне кажется, упомянуть нужно. У Турции с Казанью, да, у нас есть консульство. Да, у нас давние хорошие отношения. Предыдущий консул был прям очень сильно повернут в сторону Татарстана. Даже в тот момент, когда у России с Турцией были отношения не очень, тут все равно консульство сохранялось и продолжало свою работу. Так вот, предыдущий консул, например, он очень любил всякие татарские движухи, и прям то, что нравилось всем татарам, которые живут в Казани, в Татарстане, что у него жена одевалась в Татарском стиле. В татарском стиле, да. Можно турецкий язык у нас изучать в университете. Еще что хочу заметить, вот сейчас в данной ситуации очень много татар уехало именно в Турцию в первую очередь. Ну, это как-то так исторически сложилось, потому что в начале 20 века тоже огромное количество татар из Татарстана мигрировало туда. И не только из Татарстана, на территории Турции есть целая деревня, которая основана сибирскими татарами, которые переехали из Сибири. Она называется Бөгридалик. Кстати, у нас есть книга, от Адели прислали книгу по поводу, как сибирские татары уезжали в Турцию. Да, Динаре привет передаем, потому что Динара тоже смотрит наши Да? выпуски. Это человек, который эту книгу перевел на русский. Все, классно, спасибо. А потом Айзат, наш патрон, он тоже живет в Стамбуле. Да. Ну, сейчас живет, он там учится на каллиграфа. Он говорит, что там, в Турции, про татар, которые участвовали в создании турецкого государства, ну, в общем, они говорят, что татары — это те, кто создавал наше турецкое государство. Не знаю, насколько... Ну, Садри Максуди, он был советником Кемаля Ататюрка, да, это факт. YouTube татарочки. Итак, второй народ, к которому мы переходим, второй по численности, и это, давай я попробую угадать, Давай. азербайджанцы. Нет, Нет. уйгуры. Нет. 30 минут, так. Кто же там на... Их около 35 Узбеки. миллионов. Да, это узбеки. Ага. Узбеки, у них государственный язык, естественно, узбекский. На территории Узбекистана это государственный язык. Прикол узбекского языка, что там нету принципа сингармонизма. А почему так? Ну, вот так исторически сложилось. Причем хотели в начале 20 века это директивно внести в литературный язык, вернуть этот вот принцип согласия гласных. Но, короче, это не прижилось. И вот они говорят так, как говорят. Принцип сингармонизма есть только в одном диалекте узбекского языка, в хорезмском. После того, как Узбекистан стал независимым в 90-х годах, письменность перенесли на латинскую. Графику. На латинскую графику, да, но до сих пор пока еще используется два алфавита. Вокруг названия народа не так много легенд, мне кажется, здесь все понятно. Ну, и на самом деле есть две такие большие версии, которые придерживаются разные исторические школы. Первая, самая очевидная, какая, Айнур? То, что я знаю, то, что узбеки получили название от хана Узбека, то есть хан Узбек — это правитель Орды, который принял ислам, государственной религии Орды, и, соответственно, все его последователи были названы узбеками. Он объединил вокруг себя вот те, кто захотел вокруг него объединяться, и вот они все вместе стали узбеками, да. А вот вторая версия, она распространена среди русских ученых. Термин «узбеки» использовался как самоназвание объединившихся свободных людей. Свободные люди сегодня у нас еще раз прозвучат, но вот узбеков тоже называли свободными людьми, что вот они объединились, и вот по самоназванию «свободные» появилось слово «узбеки». Они были различного рода занятия, различного языка, веры и происхождения. И еще у узбеков вот в плане народостроительства, нациестроительства есть такая заветная цифра 92. Знаешь что-нибудь про эту цифру? 92 племени узбекских. Да, что объединилось 92 рода и племени, и получились узбеки. Известные узбеки? Кого ты знаешь, Айнур? Известные узбеки. Да. Во-первых, я знаю, на самом деле сейчас дурацкий будет пример, но Амиран Сардаров, я знаю, что его жена, да. Уже бывшая, кстати, они развелись, оказывается. Вот, она дочь бывшего президента Узбекистана. Шумуродов, который играет за римскую Рому, это футболист. Имя Тамерлан тебе о чем-нибудь говорит? Да. Тамерлан, да, человек, который разрушил Золотую Орду, который разрушил, здесь пришел окончательно в Волжскую Булгарию, и памятник которому хотели поставить у тебя вот в Самарской области, но татары вроде как очень сильно против. Ну вот, Тамерлан на самом деле, нету достоверных данных, что он был узбек, он даже не выглядел как узбек, но в Узбекистане он считается таким героем, и гробница Тамерлана находится в Узбекистане, и, в принципе, его там почитают.
Ну, Тамерлан, он не только разрушал все, что видел на своем пути, он еще и объединял города, создавал города и обучал людей. Для него важно было, например, чтобы люди в его государстве были образованы. Он завоевывал города, туда потом привозил каких-то там ученых, учителей, чтобы народ был более-менее образованный. Смотри, а Алишер Наваи тебе что-нибудь говорит? Кстати, Алишер Усманов, он же узбек, нет? Да. Да, это же в фильме Варламова было, что все там в Узбекистане, гордятся тем, что Алишер Усманов, узбек. Вот Алишер Наваи, знаешь что-нибудь про него? Это поэт, он жил в 15 веке. Тогда вот, например, Лейля һәм Мәҗнүн. Слышал когда-нибудь? Фархат и Ширин — это тюркский Ромео и Джульетта. Это вот его поэмы. А имам Аль-Бухари тебе что-нибудь говорит? Имам Аль-Бухари — это автор книги, которая известна всем мусульманам, суннитам, по крайней мере. Это его сборник хадисов, достоверных хадисов. Это вторая по значимости книга после Корана для мусульман. И ее собрал имам Аль-Бухари. Классно. Вот, кстати, по поводу Бухары, да, то есть для меня из Узбекистана это тоже, знаешь, такое государство, где какая-то полиидентичность, да, как у татар. У нас тоже миллион государств там в основе. Вот. Плюс мы знаем, что все татары раньше ездили куда учиться. Вот, я хотела про это сказать. Ты сказала, что в Стамбул, да, переезжали татары, а в Бухару они ездили учиться. Да, в Бухару они ездили учиться. То есть у нас... вот меня это вообще очень интересует, эта тема какого-то вот единого тюркского мира, да, где вот и Стамбул, и Бухара, и Казань, и вот как-то все вместе. Очень интересно. А еще Бухара, например, сибирские татары, вот, которые там в Тюмени, в Тобольске, там есть у них определенная такая группа, бухарцы, выходцы из Бухары, которые туда переехали жить и были достаточно успешными купцами, строили мечети, учили детей, и там прям вот они делятся, вот мы казанские татары, вот мы сибирские татары, а вот эти бухарцы, и они их определяют еще и по внешнему виду. Что я это хотел добавить, что один из основателей нашего канала, Наиль, он родом из Самарканда, и вообще много татар, которые переехали из Узбекистана. Ну, потому что в Узбекистан очень многие уехали во время голода. Например, у меня тоже родственники долгое время жили в Узбекистане. Да, у всех татар есть родственники в Узбекистане. Да. Вот особенно в этой Ферганской долине. Да. Что ты знаешь о современном Узбекистане? Ну вот по словам моих знакомых, которые там жили, да, у них... Что там я знаю? Что они, во-первых, у них не очень хорошо пока с экономикой, они многие ездят работать сюда, но при этом у них есть марки, которых... Есть Део, да, Део Next, да. Это же их, да. На которые катается пол России, мне кажется, да. Потом у них, кстати, борьба с исламизмом идет очень сильная. Узбеки, да, у них есть свое государство. Это у нас уже второй народ и второе государство у тюркского народа. Тоже президентская республика. И что интересно, у Узбекистана нейтральный статус. Знаешь, что такое нейтральный статус? Они не вступают ни в одни союзы и блоки. Да, они не так давно вышли из ОДКБ. Они были в составе ОДКБ, но они из него вышли и стали нейтральными. На самом деле экономика, да, пока не в лучшем состоянии, но она очень активно развивается. У них есть там свои айтишники, есть какие-то технологичные бизнесы. Да, большинство людей до сих пор заняты в сельском хозяйстве, но они прям очень активно развиваются, и даже вот в свете вот современной внешнеполитической, общеполитической ситуации говорят, что у Узбекистана есть очень много возможностей стать там чуть ли не самым ключевым и ведущим государством в Средней Азии. Ну, круто. Я желаю Узбекистану большого успеха. А еще в Узбекистане очень много золота, они 4-я страна в мире по запасам золота. Какая у меня есть ассоциация с Узбекистаном? Аральское море. Да, Аральское море, особенно вот почему-то в последнее время очень много инфоповодов, о нем снова заговорили, вот как оно высохло. Ну, потому что это глобальная экологическая катастрофа. Это, представляешь, у тебя было огромное озеро, и оно просто не стало его. А знаешь, почему оно высохло? Ну, насколько я знаю, вот из фильма Варламова, из-за хлопчатой, как это называется, промышленности. Да, там выращивают хлопок, а для хлопка нужно очень много воды. Воду брали из рек, которые впадали в Аральское море, и воды стало не хватать, и она просто высохла. Ютуб татарочки. Итак, Алсу, следующий народ какой? Как ты думаешь, у тебя есть какие-нибудь варианты? Ну, азербайджанцы. Ну, конечно, да. Я посмотрел, разная статистика есть, кстати. Кто-то говорит, что азербайджанцы второй тюркский народ, а где-то пишут, что узбеки.
Ну, вот в нашей подборке в нашей подборке азербайджанцы на 3-м месте, их около 30 миллионов, причем большая их часть живет не в Азербайджане. Да, я, кстати, когда узнал этот факт, я был очень сильно удивлен. Да, я тоже. Я как-то раньше об этом не задумывалась. Оказывается, большая часть азербайджанцев живет в Иране. Вот, государственный, официальный язык Азербайджана, соответственно, государственный язык, на котором говорят азербайджанцы, азербайджанский. Интересно, что в средние века, когда была активная торговля между Персией, между Кавказом, между Дагестаном, Северным Кавказом России, языком, на котором общались между собой народы, проживающие на этой территории, был азербайджанским. В одном из регионов нашей страны азербайджанский язык признан официальным государственным языком. В Дагестане. Да, в Дагестане. И в настоящее время азербайджанцы пишут на 3 разных графиках. Пользуются 3 разными графиками, все потому, что они живут в разных странах. На арабице они пишут в Иране, на латинице они пишут в Азербайджане, и на кириллице они пишут... В России? Да, в Дагестане. Очень интересная история с названием народа. Это такой интересный народ, тюркский, у которого до 20 века даже не было своего государственного образования. И, соответственно, не было какого-то внятного названия, их не называли азербайджанцами. Их, например, называли в какое-то время закавказскими татарами. Да, мы это даже, по-моему, обсуждали в одном из выпусков. Кого называют татарами? Вроде да. Их называли аджеми, называли персами, и впервые азербайджанцев назвали азербайджанцами, так, чтобы все услышали, просто в Телеграме, когда в Иране случилась конституционная революция, и азербайджанцы не приняли там нового правителя Ирана, вот тогда там в официальной телеграмме разослали во все крупные города Ирана и сказали, что вот азербайджанцы не хотят принимать нашего шаха, и вот тогда азербайджанцы стали азербайджанцами. Это самое начало 20 века. В 1918 году у азербайджанцев появляется свое государство, и это было первое демократическое, светское государство в мусульманском мире, потому что, азербайджанцы в основе своей мусульмане, шииты. Кстати, вот мы не говорили, о религии. И турки мусульмане, и узбеки мусульмане, и азербайджанцы тоже мусульмане. Раньше, когда самоидентификация, мы уже говорили об этом, она не строилась по национальному признаку и по религии. Вот сейчас, например, есть у турков и у азербайджанцев такой союз, у них есть лозунги, там, 2 народа, 2 страны, 1 народ. Вот, но при этом османы, то есть я буду называть османами турков до Турецкой республики, они идентифицировали себя как мусульмане, как сунниты в первую очередь. А иранцев и азербайджанцев, вот как пишут, возможно, даже не отделяли друг от друга и просто считали их шиитами. Известные представители. Я сразу, когда говорим об Азербайджане, мне сразу приходит певец Эмин. Я вот, наверное, в этом плане немножко старомодна. Мне в первую очередь приходит на ум Муслим Магомаев. Муслим Магомаев, да. Еще Равшан Аскеров. Да. И это вот моя особая любовь последних лет, нефтянка. Фарид Салманов был такой азербайджанец, геолог. Очень крутой чувак, он в Западной Сибири нашел нефть. Когда ему говорили, что там нет нефти, он все равно туда поехал. Ему говорили, нельзя ехать. В советские времена, самовольничать особо невозможно. Он взял с собой геологическую партию, поехал туда и нашел эту нефть. Что ты знаешь про современный Азербайджан? Я знаю, что очень много людей приезжают в Баку, просто отдыхать, что у них есть какие-то туристические объекты. В последнее время, у нас, мы знаем, Азербайджан по конфликту с Арменией из Нагорного Карабаха. Да. Девичью башню, наверное, тоже все ассоциируют с Баку, я так думаю. Бриллиантовую руку, по-моему, снимали в Баку, да? Да, по-моему, да. Да, не такая мощная большая экономика у Азербайджана, но все-таки там какой-то ВВП они генерируют в основном из-за нефти, потому что, мы все знаем, что Баку это самые такие нефтяные такие кусочки были еще с конца 19 века и до сих пор эту нефть там качают. YouTube татарочки. Следующий народ? Я думаю, уйгуры. Нет, до уйгуров есть еще один. Казахи, значит. Да, конечно, наши любимые казахи. По последней переписи, которая в Казахстане прошла, их около 16 миллионов. Понятное дело, что там не все живут в Казахстане, но вот будем придерживаться этой цифры.
Ну, всего же, по-моему, 19. Там еще есть казахи в Китае живущие. Да, там плюс-минус 18-19 говорят. Официальный язык казахский, он официальный язык для Казахстана, официальный язык в Казахском автономном округе, в автономных уездах, и в Аксай-Казахском автономном уезде, например, в Китае. Там официальный язык казахский. Казахов мы прекрасно понимаем, потому что, как Айнур любит говорить, мы входим в одну языковую группу. Не то, что в одну языковую, мы входим в ветвь одну, в кипчакскую. Вот так, мы даже в одной ветви. Современный казахский, он построен на основе северного диалекта. Это тот язык, на котором писал такой поэт Абай. Слышал когда-нибудь про Абая? Конечно. Да, это Из такой... песен Ирины Кайратовны. Такой своеобразный местный тукай, который, стал основоположником современной поэзии и современного То есть литературного Абай языка. создатель казахского современного, Пушкин русского, Тукай татарского. Вот они из одного ряда. Вот если упрощать, то вот примерно вот так вот все происходит. Также казахи писали одно время арабскими буквами, потом какое-то время латинскими буквами, потом кириллицей писали. Вообще типичная тюркская... Да, типичная тюркская история. Движуха. Алфавита, да. И сейчас тоже они переходят на латиницу постепенно, и совсем скоро откажутся от кириллицы. Казахи Монголии, кстати, в Монголии очень много казахов. Казахи Монголии используют кириллицу, казахи Турции используют латиницу, казахи Китая и Ирана используют арабскую графику. Ну, мне кажется, примерно так же, как и с татарами. Татары, которые уехали до революции, там до сих пор могут писать, да, на арабском. На Финляндии, например, Да. они пишут латиницей, да, но, например, Они татары пишут латиницей, Афганистана да. пишут, скорее всего, арабицей. Ну, естественно. Казахи, которые уехали до революции и живут сейчас... татары, которые уехали до революции и до сих пор там живут в Китае, тоже, например, могут писать арабицей. Мы уже этого не умеем. Многие из нас. Подавляющее большинство. С названием казак тоже все понятно. Свободный человек. Естественно, потому что он в степи, его никто не может остановить. Да, здесь нету других каких-то вариантов происхождения. Впервые в летописях вот именно слово казак появляется, казах появляется в 13 веке. Ну, а полностью, вот как этнос, казахи сложились где-то к середине, к концу 15 века, когда вот объединились все вот эти вот племена, которые кочевали по той стороне степи. Наверное, сложно будет сейчас назвать самого яркого представителя казахов, потому что их очень много. Да, мы постоянно говорим, и реально вот казахов в нашей жизни прям очень много. Да. Ну, мы уже, например, упомянули об Абае. Это такая прям величина. Он там не только поэт, да, он мыслитель, там много трудов оставил после себя, и вот казахская интеллигенция, которая, например, начало 20 века, которые вот Алаш-Орду создавали, они прям вот основывались на его трудах, он был для них таким вот предводителем. И вот я нашла, например, такой интересный факт, есть такой казах Марат Джиланбаев. Он марафонец, бегун, и он установил 7 рекордов книги Гиннесса. Что мы знаем про современный Казахстан? Современный Казахстан, опять-таки, очень туристический, не знаю, лакомое место для, по крайней мере, моих знакомых татар. Вот сегодня только мы собирались с друзьями, и мне двое друзей говорили, съезди в Алматы. Да, Алматы топ. Они мне еще вот Рамиль сегодня приводил пример, говорит, сидишь в кафе, там, говорит, и прикинь, горы, типа, в городе горы, типа. Да, это самое крутое. Я в Алмате жила только несколько дней, но это ты выходишь, поворачиваешься, и там горы, это очень... А когда, например, взлетаешь, когда улетаешь, с одной стороны горы, с другой стороны степь, и я была там весной, и там как раз зацвели маки. И это очень красиво. Да, я всем советую ехать в Алмату, и тоже хочу это поскорее сделать. По поводу современной ситуации, мы еще, у нас недавно прям был ролик, мы обсуждали последние события, то есть... Да, и вообще сейчас там прям что-то какие-то интересные заявления делает президент. Реформы обещают, да, большие. Да. Сейчас у Казахстана самая большая экономика в Средней Азии, они делают 60% ВВП всего региона, представляешь? Даже не половину, 60%. Почему-то я в один момент какой-то своей жизни увлекся джунгарским государством, оно же просто исчезло. Да. Там есть интересная история, да, я что-то увлекся калмыками, джунгарами, типа, куда они исчезли, и оказалось, вот
у джунгаров и казахов была там столетняя огромная война, где там говорят, что до 2/3 казахов было джунгарами убито. Вот наш какой-то тюркский мир, он реально покруче любой «Игры престолов», но он настолько не изученный, настолько абсолютно. этого нету в массовой культуре, у меня прям вот боль. То есть вот там столько было государств, ханств, каких-то переплетений, там игр престолов, что вот, а мы как бы, Ну, мы до сих пор не осознали, не переварили этот да, опыт да, и и ничего не обработали. и не обработали, да. Очень жалко. Да. Ну и Казахстан, наверное, есть такая ассоциация с репрессиями, с выселениями, да, с целиной, с голодом, который был на территории Казахстана огромный, джут. Вот такие ассоциации, но это все вот из 20 века, наверное. Ну да, но там история, вот, по крайней мере, на этой территории, где сейчас современный Казахстан, там что только не творилось за все это время. YouTube татарочки. 5 место, да, видимо, сейчас. Пятый народ. Ну, это точно уйгуры. Это точно уйгуры, да. Наконец-то ты попал. Да, уйгуры единственные, кстати, вот в сегодняшнем нашем списке, у которых нет своего независимого государства. Да, так и есть. И народ, который, наверное, в самом плачевном состоянии, который находится. Тут тоже невозможно сосчитать на самом деле, сколько представителей этого народа на планете Земля проживает. Будем отталкиваться от цифры 12 миллионов. Что-то около 12 миллионов, и это народ уйгуры. Ну так вот, официальный язык уйгурский, он как официальный признан на территории Синьцзянско-Уйгурского автономного района, где в основном проживают уйгуры. Современный язык, тоже интересно, у них современный язык начал формироваться не так давно, это вот начало 20 века. Они же жили на территории Восточного Туркестана, а это достаточно сложная территория, и Восточный Туркестан, он жил по принципу оазисов, потому что это огромная пустыня, и в каких-то местах есть оазисы. И между ними не было какого-то очень плодотворного сотрудничества, жили и жили. И поэтому не было такого общего языка, который бы всех объединял. Языковая система тоже менялась у уйгуров, тоже были и арабские буквы, и латиница была, и кириллица. Классный факт, я сегодня только о нем узнала. Лексика уйгурского языка формировалась на основе, там очень много слов узбекских, очень много слов казахских, и в 20 веке, естественно, под влиянием Советского Союза пришло много русских слов. И сейчас появляется много китайских слов. И вот уйгуры сейчас вот так немножко разделились. Уйгуры СНГ и уйгуры, которые живут в Китае. Вот которые СНГшные, они, в основном это Казахстан, Узбекистан. У них очень много русских слов. Соответственно, уйгуры, которые в Китае, они используют аналоги китайские. Вот, например, уйгуры, которые живут в СНГ, говорят «телевизор», они, там телевизор. А синьцзянские уйгуры говорят уже «дианши». Это уже по-китайски телевизор. Тяньши на коры. Типа того, да. Да. Вот так вот сейчас развивается язык. У меня есть хорошая аналогия с этим. Вот я как-то встречал татарина, который родился и вырос, родился в Японии, по-моему, а вырос в Калифорнии. И вот он вместо наших слов привычных использует английские. Он типа говорит «мин компьютер да утр», а думал, это «мин компьютер да утр». Да. Это вот я поэтому этот факт меня и зацепил, что когда общаешься с татарами из других стран, в том месте, где мы бы вставили русское слово, они вставляют свое, там, если они из Финляндии, вставляют финское слово, из Китая китайское. Как бы на нас очень сильно влияет языковая среда, в которой мы живем. Да, поэтому лучше свои слова придумывать. Как вариант. Название уйгуры. Что ты знаешь про название уйгур? Я знаю, что было древнее государство уйгуров. Но Да. не знаю, те ли это уйгуры, которые сейчас. Потому что может быть как с монголами, да? То есть... Считается, что примерно то же, потому что примерно та же самая территория, скорее всего, это они же. Вообще впервые вот название уйгуры, оно появилось там в первых годах нашей эры. Представляешь? Ни о ком нету настолько там раннего упоминания из тех народов, о которых мы сегодня, по крайней мере, говорили. Вот название уйгур встречается еще вот в самом начале нашей эры. И с принятием ислама все вот население Восточного Туркестана становится мусульманами, и название уйгуры уже не употребляется. Вот на территории Восточного Туркестана уйгуры живут по принципу оазисов, и они называют себя по месту проживания. Например, кашгарцы, турфанцы, или вот, например, жерлик.
земляки местные. Опять-таки, в начале 20 века, в 21 году, наименование уйгур было восстановлено в качестве этнонима вот этой территории Восточный Туркестан. И я знаю даже перевод слова уйгур. Давай. Есть два варианта перевода. Первый вариант сторонник, то есть на нашей стороне. И второй вариант объединяющий. Что ты знаешь про известных уйгуров? Вот вообще ничего не знаю. Может, я, конечно, не могу сходу вспомнить. Да, потому что как будто бы это не афишируется. Потому что уйгуров, которые живут сейчас на территории Китая, мы в принципе никого не знаем оттуда. А уйгуры, которые живут на территории Казахстана или Узбекистана, у нас в голове не ассоциируется, что они уйгуры. Но я нашла. Мурат Насыров. Да ладно, он уйгур. Он уйгурского происхождения, да. Интересно. Или вот такой ученый, я сначала нашла, что о нем писали, что он казах, а потом оказалось, что он уйгурского происхождения, просто из Казахстана, он там жил, сейчас живет в Америке, его зовут Шухрат Муталипов. Это первый ученый, который клонировал приматов. Вау. Современное положение уйгуров. Да, современное положение уйгуров очень плачевное. Мы знаем, что есть много публикаций о том, что чуть ли не до 2 миллионов уйгуров сейчас находятся в концентрационных лагерях, что происходит китаизация уйгуров. Надо сказать, что на самом деле уйгуры очень давно уже противостоят вот этому положению, то есть это не началось не в 20 веке, не в 19 веке, а как вот они оказались под протекторатом Китая, они пытались отделиться и стать самостоятельным народом, и там периодически вспыхивали восстания, вот там совсем недавно, типа там в 2008-2009 году в Урумчи были восстания. Такой двойственный вопрос, да? Что важнее, целостность государства или самоопределение народов? Он очень большой вопрос, и все современное мироустройство, оно в этом плане очень лицемерное, да? Все стараются выбрать просто... Статус-кво? Да, статус-кво. Оказывается, существует Всемирный уйгурский конгресс. Он был создан в 1992 году, у него 2 штаб-квартиры, одна в Германии, другая в Америке, и, естественно, на территории Китая уйгурский конгресс признан террористической организацией. YouTube татарочки. На этом все. Да, мы вот сегодня рассказали вам про 5 тюркских народов численностью больше 10 миллионов. Я надеюсь, что у нас эти выпуски продолжатся, и мы еще расскажем о других тюркских народах, которых немножко поменьше. Подписывайтесь на этот канал, пока мы еще на Ютубе. Подписывайтесь на нас в других социальных сетях, чтобы нам надолго не расставаться. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно отправляйте это видео своим друзьям-тюркам. 일단